Взаимодействие с потребителями газа, борьба с несанкционированными врезками, реализация программ газификации и догазификации. Журналисты задают ключевые вопросы, касающиеся развития отрасли в регионе. На протяжении последних лет идет с динамикой выполнения тех ключевых показателей, которые перед нами ставит и республика, и наша головная организация «Газпром Межрегионгаз». Поэтому хочу сказать, что и в этом году, по милости Всевышнего, мы достигли положительных показателей. У нас, напомню, две компании, которые работают на территории нашей республики «Газпрома». Это «Газпром Межрегионгаз» и «Газпром Газораспределение Назрань». В последнее время в ведомстве отмечают положительную динамику платежной дисциплины. Указанный эффект достигнут благодаря планомерной работе по совершенствованию качества обслуживания абонентов, персональному подходу к работе, а также активной работе с должниками. В этом году мы уже сможем для тех потребителей, которые по тем представленным спискам, которые мы имеем, оплата за газ будет ниже, до 50%. И эта работа, скажем так, непростая работа была. Она по инициативе главы нашего субъекта Магомеда Макшариповича был издан закон правительства Республики Ингушетия. Он прошел все этапы, и с ноября месяца ресурсоснабжающие организации будут напрямую получать те средства, которые направлены на оплату за потребленный ресурс, будь то газ, свет, вода. Соответственно, для тех потребителей, которые имеют право на эту льготу, стоимость при оплате будет ниже. В рамках пресс-конференции также были представлены планы по расширению газификации в отдельных населенных пунктах, что позволит значительно улучшить уровень жизни местных жителей. Янов сообщил о запуске новых проектов, направленных на модернизацию газораспределительных сетей и повышение их надежности. Газовые сети, проложенные в 50-60-х годах, требуют реконструкции либо замены. Программа у нас до 2030 года действует, это я говорю за программу газификации. До 2030 года компания «Газпром» планирует потратить до 30 миллиардов рублей и заменить все газовые сети, которые, либо реконструировать, либо там еще разные виды работ, которые она планирует провести до 2030 года. Соответственно, это достаточно большое количество объектов на наш субъект, где мы сможем заменить эти некачественные газовые сети. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся замены старых счетчиков на новые, а также развития уже существующих дистанционных услуг и сервисов для потребителей газа. Также журналистов интересовала благотворительная деятельность компании в рамках СВО. Наша компания не остается в стороне, и мы стараемся не то чтобы даже опередить, но быть одними из первых в этом направлении. Поэтому я считаю, что это общее дело, и мы все должны участвовать в этом. Генеральный директор Альберт Ильянов подчеркнул важность обратной связи с потребителями, которая позволяет оперативно реагировать на их потребности и предложения. Пресс-конференция завершилась обсуждением планов на следующий год. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.